Значит, конечно, первая тема, которую я хотел бы поднять, она всем, наверное, ужасно трагично отозвалась в каждом из нас. Это катастрофа, это даже не катастрофа, неправильно говорят, это уничтожение. На самом деле называется уничтожение украинского самолета иранской ракетой, точнее российской ракетой. И кто там сидел за рулем этой ракеты, за пультом непонятно. Но мы все видели, как это происходило. И достаточно странная реакция была у представителей украинской власти. И ты об этом писала, Севгиль, тоже, да? Вот что тебя удивило, что было не так в этой истории с первых дней после катастрофы? Я думаю, что проблема в том, что большинство представителей власти были в отпусках на тот момент, да. И поэтому... такое вообще может быть на связи как-то вообще? Это вопрос, да, в принципе, время такое, да, отпускное, но кто-то должен оставаться на хозяйстве все равно. Кто, кстати, в этот момент был на хозяйстве? Мне кажется, пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Не знаю, честно говоря, не знаю, но я знаю, это уже понятно, потому что появились фотографии, которые только можно, по-моему, в этом году. Все украинские бывшие чиновники были зафиксированы в местах отдыха, что, конечно, тоже говорит о многом на самом деле. Но это уже для любителей каких-то конспирологических версий и так далее. Но в любом случае, мне кажется, что это отсутствие опыта реакции на кризисные ситуации. А это самый настоящий кризис. И даже правительства успешных стран на кризисы учатся реагировать, и это всегда вызов, это всегда сложно. А у нас нет ни аналитических центров, ни людей, которые способны каким-то образом принимать решения. Сегодня я, например, где-то 1,5 часа назад общалась с человеком, который сказал, например, что когда Кабинет министров принял решение отправить эту группу людей, экспертов на место трагедии, банально у них не было места даже, где остановиться, командировочные не были выписаны и так далее. То есть их просто отправили туда, это рассказывали они сами. А с таких мелочей начинается на самом деле все. То есть дезорганизация определенная. То, что не был объявлен День жалобы, день траура, сразу же это нужно было делать, это абсолютно понятно. Погиб украинский самолет, погибли украинские граждане, это огромная трагедия для гражданской авиации Украины, это самая большая авиакатастрофа в истории украинской авиации гражданской. И у нас президент объявил траур только когда уже прилетел из Омана, причем летел он 14 или, я не помню, 16 часов, что тоже вызывает очень много вопросов, почему так долго. Хотя, мне кажется, логичным объяснением будет то, что искали, скорее всего, чартерный рейс. И чартерный рейс в это время года очень сложно найти. Я прошу прощения, ближайший у президента Украины нет своего самолета? Ты же понимаешь, что для того, чтобы выписать самолет, государственный самолет, он же поехал туда с получастным, полуофициальным визитом. Банковая утверждает, что это был официальный визит. Я так понимаю, сопряженный с отдыхом. И тут уже вопросы, какой версии верить, официальной или полуофициальной. Когда такая ситуация происходит, самолет президента вылетает за ним для того, чтобы нужно получить разрешение на перелет над всеми странами. И это ты понимаешь, что это 6 часов туда лету где-то и 6 часов обратно, и это усложняет тоже ситуацию. Я думаю, что, скорее всего, проблема заключалась в том, что искали какой-то ближайший свободный чартер, а это действительно очень проблематично в это время года, поскольку это период отпусков, и люди пользуются услугами чартерных компаний, и, скорее всего, была в этом загвоздка. Но это никто, естественно, не коммуницировал. Но вообще в таких кейсах, и мы их тоже изучали в прошлом году, я когда училась, всегда в Гарварде, всегда есть выработанные механизмы реакции, поэтому меня так это и расстроило, и растрогало, потому что нет поставленной системы реагирования. То есть есть какое-то такое ощущение, что не осталось человека там,
ну, не знаю, в МИДе или где-то, который просто помнит эту инструкцию. Но я даже, честно говоря, не буду говорить уже даже о заявлении посольства Украины в Иране, которое было сделано через 2 часа после трагедии. Что технические причины. Что это технические причины. Кто тянул за язык вопрос. Это удивительно, что в этой ситуации, в кризисной ситуации, лучше всех себя повела компания МАУ, на которую